Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, обращаюсь к вам как к символу и гаранту незыблемости нашей Конституции. Прошу вас встать на защиту высших ценностей Республики Казахстан, на защиту человека, его жизни, прав и свободы. Сейчас наши права и свободы под угрозой. Человеческое достоинство казахстанцев будет беспрецедентным образом попрано, если вы не вмешаетесь и не остановите планы разделить наше общество по принципу вакцинированности. Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу применить жесткие меры, при которых непривитые лишаются возможности честно трудиться и зарабатывать. Люди подвергнутся неслыханной дискриминации, останутся без средств к существованию. Не допустите, чтобы ваши соотечественники превратились в изгоев. Альтернатива вакцине, предложенная Министерством здравоохранения, это еженедельное ПЦР-тестирование стоимостью около 7 тысяч тенге. То есть в месяц это приблизительно 30 тысяч тенге. При наших зарплатах и ценах на продукты питания, хотя бы цены на продукты питания, это бесчеловечно. Это тестирование должно быть бесплатным хотя бы для населения при таких условиях. Не говоря, что вакцины новой, неиспытанной, на населении противоречат Нюрнбергскому кодексу и нашей Конституции. А вакцинация, со слов представителей Минздрава, и есть третий из 4 этапов испытания вакцины. 4-й этап длится от 2 до 5 лет. На сегодняшний день о испытанности и надежности вакцины речи быть не может. Это медицинский эксперимент над нашим народом. Нельзя допускать, а тем более принудительно, испытания вакцины на населении. Принудительно под угрозой штрафов и увольнений. Кто будет нести ответственность за последствия? Ведь под угрозой здоровья и генофонд нации. Еще неизвестно, как это отразится на нашем потомстве. Подобные медицинские эксперименты над людьми имели место только в фашистских лагерях. Остановите фашистские постановления. Прекратите издевательства санитарных служб над нашим народом, над нашим собственным народом. Прекратите. Казахстан всегда был, есть и будет миролюбивым государством, где насилие над человеком никогда не станет нормой. Я очень на это надеюсь. Конституция Казахстана гласит: достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию. И любые медицинские вмешательства – это решение самого человека. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам убеждений или собственным. Хотя бы вы не будьте слепы. На вас лежит львиная доля ответственности в решении этого вопроса. Перед веренным вам народом, перед Конституцией, перед Богом. Я умоляю вас, как мать, будьте предельно дальновидны и честны перед нами всеми. Сделайте так, чтобы матери не боялись за своих детей. Невзирая на большое количество осложнений от вакцин, на которые упорно закрывают глаза наше Министерство здравоохранения, подтверждение которым очень много на сегодняшний день. И об этом люди уже не боятся открыто говорить. Невзирая на большое количество осложнений от вакцины у взрослого населения, уже обсуждаются вопросы вакцинации детей. Медицинского опыта над детьми вам не простит ни одна мать.
Я очень прошу, сделайте так, чтобы мамы не боялись за своих детей, чтобы моя мама в соседней комнате не боялась за меня и за моих детей. Очень прошу поддержать меня все население, активистов Казахстана, и не дать затеряться этому обращению.